Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цупандин. Мы находимся в ресторане Red and Green. Семен Тарбахов, шеф ресторана, со мной, как обычно. Привет, Семен. И к нам сегодня в гости пришла основательница и главный организатор фестиваля «Этника Фест» Любовь Протопопова. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, знакомься с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение радушное, принять участие в нашей передаче. Я смотрю, у вас рыба. Что вы будете нас угощать, что будете готовить? Сегодня будем готовить рыбный пирог из щуки. Из щуки? Да. Вы рыбачка? Нет. У вас есть? Друзья угостили. Друзья угостили. И как раз, получается, свежая рыба. Да, свежая рыба. Да, говорят же, самая вкусная рыба какая? Говорят, на буквы, на одно слово. Да, все говорили, там, нельма, там, всего только... Оказывается, свежая. Свежая, да. Свежая, да. Солидарно. Да, я тоже соглашусь. Еще согласитесь с тем, что мы сейчас рекламу будем делать небольшую. Согласитесь, что в Якутии самая вкусная рыба. Да. Да. Почему именно этот рецепт? Я люблю пирог из рыбы. И вы любите готовить? Да, я люблю готовить. Прекрасный выбор вообще, да. Давайте начинайте. Что вы будете делать? Первое, наверное, тесто, да, или как? Да, первое тесто. Тесто мы делаем из кефира, сливочного масла. Берем кефир. Так. Да, я так понял, если вы любите готовить, у вас все, рука набита, уже как бы... Наверное, сейчас на глаз. Посмотрим. Это получается ваше коронное? Посмотрим, хорошо, посмотрим. Коронное блюдо ваше, да? Нет, не коронное. А какое У коронное? меня коронная паста с морепродуктами. Обожаю. Да? В следующий раз В тогда. следующий раз надо будет Хорошо. Да, показать. мы любим пасту. Мы вообще любим много кушать, мы любим много и вкусно кушать, просто Это вкусно. похвально, да. Да, похвально, да. В следующий раз тогда с вас... Этот, мусор может сюда сразу, да. Вот мусор. Да. Что вам надо? Так, мне нужна лопаточка. Затем? Затем мне нужно вот... Масло точно, растопленное, да. я так смотрю, да? В принципе, можно заливать уже. Так. Давайте, Это то, тоже что мусорка. мешает в кадре. Нет, это не... Сода, мусор пока соль, не надо. Сода. Сейчас мы вот так размешаем. яйца. Яйца у нас для этого... Смазки, да? Смазки теста в конце. Перемешиваем. Так, и чайную ложку. Ну ладно, такая пойдет. Такая пойдет. Еще нужно Пол будет... чайной ложки соды. Да, сейчас я на глаз вот так. Примерно, да? Шк-шк-шк-шк. Тоже Так. перемешиваем. Так, теперь пусть она стоит. Стоит пусть. А мы терем морковку Давайте. и нарезаем лук. А рыбу нужно? Рыбу разделать, нужно разделать. Ага. Давайте Да. я займусь рыбой, а вы овощами. Да, супер. А я могу морковку вам почистить, если хотите. Да? Да, давайте. Не надо? Надо. Мне кажется, надо. Новый лук я хитро так взялся специально. Да. Чтобы не плакать. Да. А то ведущий, что за ведущий плакать? Лучше девушка пусть плачет. У нас такая первая рубрика. Немножко расскажите, пожалуйста, Люба, о себе. Меня зовут Люба. Прекрасное начало, так? Мне 33 года, да. Я родом из Ленского. Водолей, да, скажи? Стрелец. Стрелец, да, Ага. хорошо. И родом я из Ленского района, вот, село Талон. Так. У меня мама саха, папа русский. Вот. И перебралась я в Якутск где-то в 2008 году и уже вот осталась здесь. Так, что еще какие-то, что я рассказать? Чем вы занимались вообще? Я не думаю же, что вы сразу родились с идеей. Мы представили вас как основательницу фестиваля, да. Я знаю, что мы же с вами встречались, да, очень много активностей, чем вы только не занимаетесь, да. Как вообще складывалась ваша биография трудовая, скажем так? Так, я обучалась в финансово-экономическом институте на бухгалтера. ФИИ, да. Да, ФИИ. И год Почему? проработав бухгалтером, я поняла, что это не мое, потому что на творчество вот тянет и тянет. И потом вот обучилась на преподавателя, да, хореографа восточных танцев. Затем в АГИКИ поступила.
вот хореографический закончила. И потом что было-то? Что было дальше? Что было дальше? Так. Потом я уже начала вот основывать фестиваль. Да? С чего вообще началось? Параллельно, да. Да, Ну, то есть параллельно. ваше детище, скажем так. Откуда родилась идея, ну, сколько вы ее вынашивали, что вообще, ну, как бы, слушайте, это же, я так полагаю, не просто так взять и сказать, а давайте-ка я завтра фестиваль сделаю. Да. Да. Как родилась идея? Ага. Это для души было, во-первых, да? Для себя. То есть я люблю отдыхать, очень хорошо. Я люблю отдыхать, и хорошо, полезно. Стало быть, вы много работаете, раз хочется Да. отдыхать. Культурненько отдыхать, чтобы познавательно было. И вот я как-то увидела такое вот комьюнити, меня пригласили туда выступить, и оно было, ну, такое маленького как бы размера, то есть там камерного типа. Сообщество некое, да? Да. Это что-то И там сообщество. вот выступали диджеи, очень понравилось жанры музыки, которые они играют. Затем параллельно там были какие-то практики наподобие гвоздистояния, наподобие... Гвоздистояние — это как бы что-то йога. Да, из йоги что-то. Так, ага. ага. Вот. И, ну, короче, вот такая коллаборация, это мне очень так заинтересовало, вдохновило. То есть И- некая такая смесь, да? Да. Извиняюсь. Оп. Ага. И есть салфеточка. Можно, пожалуйста, салфеточку. Благодарю. И вот я зажглась этой идеей, мне очень самой понравилось. И, то есть люди, приходя в такую атмосферу, расслабляются, отдыхают, кайфуют, танцуют, узнают что-то новое. Ну, это мне вот прям для души было. И я такая, вау, надо что-то, ну, более масштабное делать. Не камерное, а более масштабное, чтобы весь город, например, знал об этом, и все приходили туда. Вот. И потом, получается, я создала свое первое такое вот мероприятие, фестиваль, да. Он проходил у меня, где он проходил? В ресторане Чукча. Вот. Чукча. Ага. Так. И там вот этническая такая обстановка, национальная кухня. Так. Ну, там я был в ресторане, там висят Да. национальные костюмы, Такой, которые можно примерить, сфотографироваться, декорации, да. декорации такие сопутствующие. Там приходишь и сразу как-то вот Ну да, в аутентичность окунаешься. да. Рыбу как кубиком, да? Да, кубиком. Атмосфера, да, такая. Атмосфера, да, располагающая. Вот. Потом я там позвала диджеев, артистов, создала программу концертную. И, соответственно, ну, классно очень получилось. И я думала, что фестиваль будет один раз в год. Один раз в Ну, год. фестивали, как правило, Да. да. Но мы знаем, есть кинофестивали, да, ну, если гадать фестиваль. Да. Раньше был фестиваль молодежи в Советском Союзе, да. Да. На фестивале это означает, что люди собираются, Но в тут основном творческие. получается, люди хотят еще. Они говорят, вот после фестиваля он закончился, они говорят, давайте еще, это очень Еще, классно, еще. еще, да, еще, пожалуйста. И вот решено было, принято решение, что один раз в месяц мы вот выдаем вот так. Мгм. Да. Ну, по запросу людей. Сколько долго вы готовили первый фестиваль? И как, ну, как вообще вообще начинается? Ну недолго. вот, да, Вообще недолго. вообще недолго. Вообще недолго. Так, а давайте сегодня вечером, это шутка. Да, сегодня вечером, давай. Это как, фестивальный это еще один. Ну, за 2 недели, так скажем, минимум. Ну, я надо. про это и говорю, да. Ну, то есть, так? я это вопрос задаю специально Ага. для того, чтобы наши телезрители Ага. поняли, ну, вообще, как все Да. делать. С чего вы начали? Ну, вот, с чего берется вообще? Я понимаю, что, да, у вас были знакомые, скажем так, схожие с вами включить, да? Схожие с вами по духу, скажем так. Ага. Так, начинается все с подбора артистов. Да? Так. С Ну. подбора артистов я сама Кастинг некий, ну, то есть да, состав. штурмую Да. прям Что там будет, да, интернет. основное, да, так. Штурмую интернет,
смотрю разных артистов, как они выступают, ищу именно вот аутентичных, да, какие-то. Ага, ну, то есть, которые талантливых. подходят вам, ну, скажем так, ну, по Да, стилю, жанру. по стилю жанра, да. Ага. У нас выступают разные народности. Саха, русские, буряты, алтайцы, Но они, тувинцы. получается, исполняют свою национальную, да, музыку, получается. Да, свою национальную музыку. Поэтому и называется этника, ну, то Да. есть этнический. То есть этнос — это же, ну, как бы нация, в переводе с латинского или Объединение с народов, греческого. так Да-да-да. скажем, у нас. Да, такая объединение народов. Цель. Мгм. Ага. И То есть это не только якутское, вот Да, все, не только Саха и якутское. все. Ага, так. вот подбором артистов, потом либо они сами на меня выходят, ага. Ну, по-моему, огонь надо чуть поменьше Да, сделать. чуть поменьше. Сейчас масло у нас горит. Нет, где-то наоборот, Вот наверх именно. надо. Тогда Добавьте чуть-чуть растительного масла, чтобы не горело. давайте. И Как пош- хорошо, когда вот, да, шеф-повар Да, сразу все рядом. добавляйте. Всё подскажет. И жарим морковку с луком. Да, жарим морковку с луком. А, всё. Либо артисты сами на меня выходят. Каким-то образом Да. выходят. Ну, то есть И через прям знакомых, говорят, через... я хочу выступать, вот мой материал, посмотрите, пожалуйста, рассмотрите. У меня вот такой гонорар, да? Шутка. Что значит? хе-хе-хе? Ну да, могут сказать, ага. Ну да, конечно. Ну, как обычно же артисты Конечно, же всем этим и живут. артистам нужно оплачивать. Составляем программу. Что будет на открытии? Какой артист будет выступать на открытии? Где в середине? Кем мы финишируем? Да? То есть вначале у нас идет концертная программа на минут 40, наверное, ну максимум час. Там выступают артисты, хамусисты, там горловое пение, кырымпа. Укроп? Да, укропчик. В рыбу, да? пожалуйста. Да, в рыбу. Затем у нас, как правило, после вот концертной части идет диджей. То есть там танцы, чисто танцы. В конце превращается Да. в танцы, ну, которые ты Все там больше всего уже- любят. Уже массово, да, получается? Отдыхают, танцуют, расслабляются, слушают хорошую музыку, заряжаются позитивом, так скажем. Подбор площадки каким Да, образом подбор происходит? площадки. Тоже штурмуем, да, соцсети, либо там 2GIS, смотрим фотографии, что нам подходит, что нет. И таким образом связываемся с владельцами и общаемся, находим общие точки и договариваемся. Затем у нас проходит набор практиков в зону, Так, это что? в зону ярмарки и зону практиков. То есть мы там ищем мастеров разных тоже аутентичных, каких-то индивидуально таких ярких, да, Ну, самобытных. которые свой именно почерк имеют, да? Да, А свой что там почерк. обычно у вас бывает? У нас бывают мастера, разные там косоплетки, украшения для девушек, для женщин. Под общим названием Также для финички. мужчин. Можно так назвать. Ну, это также называется, да, всякие всевозможные финички. Достаточно, да? Да, достаточно. Добавляем в рыбу, да? В рис. Рис. Рис сюда, да? Ага. Так, и фенечки, да, украшения, браслеты. Также у нас выставки бывают художников, художниц тоже интересные. Там они свои картины приносят, и люди тоже смотрят, там, интересуются, очень интересно. Тоже гвоздистояние, таро, расклады, там нумерология. Карты даже, да, даже. карты. Ну то есть желающие могут узнать свою Да. судьбу. Ну, Да. или попытаться узнать свою судьбу, потому что это же все равно, скажем так, из области черной магии карты. Или нет? Больше... кто-то использует, например, там черную магию, говорят, да. Так, Нет, у нас нету черной магии. хорошо. Нету. Под запретом. Под запретом. Под запретом. И более светлая энергия. То есть там светлые карты какие-то, метафорические, что-то такое. Вот. Добавляем в рыбу, да? Да, добавляем рыбу. Ага. Так. Все или... Еще чуть-чуть. Все. Так. И тесто. Мука. Да, я предлагаю делать немножко уборку. Вот это лишнее убрать.
Вот мероприятие у нас проходит на 2 языках: русский, якутский, чтобы подчеркнуть вот многонациональность нашей республики. Так, и еще вот хотелось бы добавить то, что наш фестиваль, он транслирует ценности, да? Добро, любовь, осознанность, уважение. И мы... То есть, в принципе, это фестиваль. Да. Вы прямо прописывали это, ну, как бы, Да. это некий устав у вас есть Устав. или что, да? Типа, Можно так обязуюсь сказать. соблюдать устав, да? Да. Ага. И, ну и по этим вот Принципам, да, вот. принципам, да, мы вот составляем весь концепцию фестиваля и помогаем, получается, после фестиваля, ну, благотворительность, да, у нас, так скажем, помогаем ребятам с ограниченными возможностями здоровья, и там спонсируем, им денежку даем. Вот, для занятий иппотерапии это лечение различных заболеваний с помощью верховой езды, да, и общение с лошадьми. Да. Еще там, например, ребята очень талантливые есть с ограниченными возможностями здоровья, они очень хорошо там играют, например, на хомусе. Мы их в начале самом ставим в программу, ну, то есть, чтобы тоже они социализировались и, ну, вот так. Ну, классная такая коллаборация происходит. Вы сказали, что первый фестиваль прошел в ресторане «Чукча». И когда это было? Так, это было когда? В прошлом году. В прошлом году. Да, и думали, изначально задумали, что он будет раз в год, но запросов стало больше, как Да, вы упомянули запросов уже. стало больше, и мы Да, начали говорят, уже желающие, каждый когда месяц. следующий. Но, видимо, людям понравилось. Обычно же всегда то, что нравится, хочется повторить. Самый благодарный клиент — это клиент, который приходит второй раз. Да, Да. у нас уже постоянные Постоянные, да. гости есть, Ага, гости. ага. Это очень мотивирует, вдохновляет. И Ага. вообще, ну, классное ощущение. И сколько раз вы уже провели после этого? Так, сколько? Ну, штук Уже 10, наверное. Да ладно, сбились да. со счета уже. Так, ну, практически каждый месяц у вас что-то Да, такое. практически каждый месяц. Что-то происходит. Ну, в среднем получается. Если вы в прошлом году делали, то Да. как-то вот так. Ну, честь вам и хвала. Спасибо. Да. А сколько у вас вообще? Вот, мы упомянули, что вы главный организатор. Вот, то есть у вас несколько организаторов, у вас какие-то Соорганизаторы, да, у меня есть. идейные вдохновители, там, да, ну, то есть соучастники, скажем У меня так. есть команда, там Так. есть соорганизаторы. Ага. Вот, То есть они тоже свои какие-то обязанности несут. Да. Ага. Также я решила, что нужно делать амбассадоров, таких людей, которые вот, Ну, очень творческие. олицетворяют, да, и они олицетворяют вот свой являются фестиваль. лицом, вот Лицом фестиваля. фестиваля, да. А кто среди них? Это Жанна, моя вот подруга и партнерша, так скажем, и также Туяра, Велена. Ну вот так, это основной такой костяк, так скажем. Девушки. Потом, и с каждым там фестивалем кто-то может добавиться, кто-то убавиться. Но вот это вот 3, они основные кита, да? Основные амбассадоры, Да, лица амбассадоры. фестиваля, так Ага. скажем так, да? Так. И главные фишки вашего фестиваля. Так, главные фишки какие? Да, это сам фестиваль фишка уже. Так. Фишки какие? У нас есть классные конкурсы этнические, на этнические образы, где на каждый фестиваль люди у нас одевают разные костюмы, да, разных народностей. И самые там классные, эффектные образы, они получают классные призы. Вот. Это такой стимул, знаете, Ну, конечно, для да. сохранения и популяризации этностиля, так скажем. Потому что у нас, например, как в Якутии холодаешь, да, девушки носят, женщины, один раз только, да? Ну, то есть там на На эсэх. всех, да, ну, как правило. А тут можно выйти вот даже в простом холодае и выгулять, так сказать, свой наряд. Да. Покрасоваться. Да, Ну, покрасоваться. почему нет? Да, Да. ну это нормально. Слушайте, ну, учитывая то, что вы задумали его проводить раз, честь вам и хвала, что вы уже, ну, раз 10 уже это сделали, то есть у вас еще получается очень круто с продвижением. Как вы делаете? Ну, то есть люди же Продвигаем, каким-то да? образом это узнают.
Мне Скорее всего, кажется- вы же не тратитесь много на рекламу, там, да? Тем Нет. более, как правило, когда стартап, что-то такое новенькое, ну, как правило, денег не хватает для того, чтобы там мощно его продвигать, да? Вы же не задумывали это как коммерческий, конкретно коммерческий проект, правильно? Да. Как вы его продвигаете? Продвижение, Мгм. я так скажу, то, что когда вот больше сарафанное радио. М, Потому что когда люди приходят, им кайфово, им нравится, они мгм. прям... Они говорят, прикинь, я Да. вчера была. И они уже сами вот распространяют информацию Ага. и зовут там своих близких, друзей, вот там знакомых, и они уже там приводят уже вот так вот. Мгм. Вот так даже, да? Да. Ну и, конечно же, друзья, там, блогеры, да, тоже они помогают. Мгм. Вот, Ну, через просишь социальные их, сети. Ну, у нас 21 век, Да. это, как говорится, все в телефонах. социальные сети. Да. Да. Но среди множества активностей, которые вообще есть, да, ну, то есть люди же все равно выбирают. То есть они все равно в первую очередь выбирают, скажем так, ну, своим голосованием, тем, что они пришли к вам, да. Ну, то есть Да. вас, получается, выбирают, да, среди множества чего-то. Много же все равно активностей проводится, тем более, что мы же... И в городе у нас такого нет, как бы. Ну, подобного Да, просто. подобного. Ну, да, то есть как бы конкурентов нету. Не, ну есть другие, допустим, Ну, музыкальные. есть, например, конкуренты, если они Музыка- появляются, мы музыкальные. сразу меняем программу, чтобы у нас не было похожих. Не было Могу похожего. сказать, мы сразу таки устраняем шутка. Монополия, да? Да-да-да. Такие, как только узнаем, Монополисты. сразу устраняем. Так, ладно. А кулинарное вы не собираетесь сюда включить? Ну, сейчас этно-кухня, сейчас якутская кухня, сейчас, да, начинает приобретать, скажем так, второе дыхание. Мы включаем вот национальную еду. А, да? Все-таки, да. Ну, то есть туда может и прийти на- какой-нибудь шеф якутского ресторана. Ну, допустим, вот мой коллега Семен. Да, Он конечно. может прийти и что-нибудь там якутское там забацать и гостей угостить. Ну, Да. условно. Кстати, идея. А, Все? да. Записываем. Ну, якутское что-нибудь такое. Оригинальное, например. А Да. почему нет? А так вот, например, в ресторане, где мы проводили Чукча, там национальная кухня, Ага. ресторан «Республика», тоже там классная национальная Да, кухня. шеф был ресторана у нас в гостях тоже Да? здесь, Герман. Мгм. Классно. Кась. Вот. Мы упомянули, что в ваших активностях в числе есть вот карты Таро и все прочее, да? А вы сами верите в судьбу? В судьбу, да? Да, Так. ну это же карты все равно же как бы Добавить? так. Да, добавьте, пожалуйста. Там сверху, да? Да. Судьбу таковую я особо Или не как верю, бы- потому что если мы берем карты Таро, то они лишь показывают одну из вариаций, да, события, там, какие могут произойти. То есть человек в любой момент, я думаю, то, что он может поменять свою судьбу. Волю не изменить. Да. То есть Но он нет чел- судьбы, кроме той, которую ты сам выбираешь. Да. Так, да? Я, No fate. я так думаю. Ага. Вот. И как бы можно заглянуть в будущее, да, там с помощью карт. Попытаться. Ну, там дается несколько вариаций. То есть, Да. Не, ну сейчас же модное И- слово есть такое визуализация. Визуализация. Да, мы вот представляем себе, что мы хотим быть или кем стать, или куда-то появиться, или что-то сделать, или куда-то где-то побывать. Сделают, ну, некоторые делают даже там специальную там стенгазету для себя. Кстати, да. Да, делают. и потом это рано или поздно сбывается. Если верить в это Да, сильно. но вы да. делаете, вы занимаетесь таким? А карта желаний я ни разу не делала. Ну, как-то это. Ну, визуализации. Я думаю, что вот это можно визуализировать, но Да. главное делать. Да? Визуализировать, а потом делать. Да, это делать. То есть не нужно там мечтать. «Ой, я На бы диване там-» лежа вряд ли полетишь Да. на Луну, да. Правильно же? Я больше за то, чтобы делать Ага. и То есть говорить и вы делать. активность. Да. Ага. И тогда будут происходить положительные события. Я думаю. Ага, которые, Какие- ну, сам какие для вы себя хотите, желаешь. да. А кем вы видите себя? Ну вот вы, лично вы сами, да, лет через 5, лет через 10, и чем вы видите свой фестиваль, свое детище? Всего год прошел. Вы уже, ну, скажем так, было
нулевая точка, когда вы только начинали. Сейчас уже, вот проведя 10 уже штук. Я хочу сделать уже фестиваль таким прям масштабным. То есть у нас сейчас посещает где-то 150-300 человек, да? О, это немало, да, да. А я хочу уже там... Тем более, на что у вас 3000, на аудитория же вот, 6000. ну, такая, да? Да, то есть мы ее постепенно расширяем. Ага, ага. Ну, то есть, и сделать Я его имею в виду, всероссийским. перебивая, аудитория у вас специфичная, да, скажем так. Это Ну, как? это же не попса, да, которая для всех подходит. Это все равно ну, некая такая аутентичные, скажем Да. так, увлеченные ну, такими общими интересами люди. Ага. Да. И какая у вас мечта? Мечта, чтобы сделать этот фестиваль более масштабным. Ага. Там, пока вижу цифру 3000 и 6000 человек, вот, чтобы аудитория пришла. То есть, Ну, это такое, что-то такое мощное, да? да, получается? мощное прям, там, с декорациями, там, чтобы это было визуально красиво, чтобы это аудиально было. Мощным звуком Да, и все с прочее, мощным конечно. звуком. Конечно, да. Может быть, даже на открытом воздухе. Да, Наше короткое якутское лето успеть. Или где-то за границей может сделать, где всегда лето. А почему нет? Выездной фестиваль. можно? Мгм. Так, и что еще, какая мечта? Вот я хочу еще более стать более опытным диджеем. Я сейчас занимаюсь Вот, мы диджеингом. дойдем до всего этого, да. Вот И вашей активности. моя Мы обязательно мечта, коснемся. чтобы да, более стать таким опытным диджеем, создавать уже, записывать свою музыку. Вот я сейчас ее просто миксую, добавляю какие-то эффекты с помощью там микшера, пульта диджейского. А вот хочется уже что-то свое, потому что, например, я на фестивалях диджею, и когда артисты со мной, например, я играю, создаю фон, музыку включаю, и на этот фон уже накладываются, например, артисты там... Пение, что-нибудь, звуки свои, да, да, да. Хамус обязательно, там кырымпа, саксофон, горловое пение. И это так очень классно. То есть это происходит в моменте, Да, и да, такая да, живая да. импровизация. Конечно. Стоишь Ну, то там, есть это, да, балдеешь. да, Всё потому что, классно. ну, суть диджеинга в том-то и состоит, чтобы Да. вроде как бы, казалось бы, несмешиваемые вещи смешать и получить что-то новое, потому что повторить это, ну, в следующий раз ровно вот так же вряд ли удастся, Да. потому что это же все вживую происходит, Да. как вы говорите, в моменте, да? А как вы вообще пришли в диджеинг? А, Я думал, что диджеи это вообще вот конкретные небожители, это крутые ребята. ну, видимо, я крутая, да. Да, ну получается, что крутая, да. Ну, в моих глазах это уж точно. Потому что я когда-то тоже думал, что как они музыку сводят, как они, да, потому что это мало иметь Ну, технические навыки, а еще же нужно, чтобы чуть-чуть слухом, музыкальным этим голова дружила-то. Ну, я хореограф, и я выступаю... Чувством ритма все в Да, порядке? все в порядке, как бы. Этот Слава богу, медведь на ухо не наступил, да? Ни разу, так. Ага. И мне нравится вот музыка, под которую я выступаю там. И потом загорелась идеей, что я хочу вот, ну, Сама играть, уже, сама. да, Ага. сама и показывать свою вот музыку, которую я слушаю. И показала один раз, и всем понравилось. И как бы и дальше. А где вы учились? Ну, Я как вообще обучалась началось? у саунд-продюсера, музыканта, диджея Диджея. Стаса Дабуна. Дабун — это его псевдоним. Вот. А так у него фамилия Алексеев. Ага, то есть вы пришли к ним и сказали: Стас, быстро научи меня диджеингу. Ну, примерно, ага. Ага. И он согласился. Ага. То есть у вас муку не надо сюда? А, масло. Может, масло, да? А я не знаю. Так, Может масло, может муку. давайте муку. Лучше муку с Зачем, маслом, да. моя шутка. Ой. Ага, я пришла, вот говорю, очень хочу, загорелась идеей. Ага. Он говорит, вау, давай. Получится ли из меня диджей? Все, и мы начали, и я там... Попробовали? Я там уже быстро обучилась, потому что Да. у меня, ну, как бы хореография вот это помогла, да, музыкальный слух. И вот, ну, уже 2 месяца как я вот играю. Всего 2 месяца? Да. И уже моей- вы и моей- у себя же сами и выступаете? Да, и моей вот самой такой вот, так скажем, Ой, по-моему, там тоже муки надо чуть-чуть
сверху? Мечтой, целью было вот выступить на играх «Дети Азии». Я выступила на Комсомольской площади. Да ладно. Да, вообще Круто! классно. Ну как, за 2 месяца можно стать диджеем, музыкантом и уже выступать как-то меня вот на заметили. таком авторитетном, ну куда, Благодаря ДК Кулаковского. куда попало же, наверное, тоже же, ну, наверное, вас отбирали, говорили, так, оно вообще может, ну как, это же ответственное очень мероприятие, международные игры. Это же круто же. Да, вот, и Да? я прям горжусь, и дальше больше, короче. Так вы вообще реально в моих глазах сразу растете. Вообще круто Спасибо. просто. Еще Да. можно я вот расскажу насчет музыки, да? Да, конечно, рассказывайте. Мне продолжайте. очень нравится музыка такая, которая имеет терапевтические моменты, да? И именно... Да, я пожилой человек в возрасте. Как раз и терапевтический эффект очень важен. В том числе и музыкой. Да, Как бы улучшить свое здоровье. терапевтическая. И вот читала статьи, то, что вот музыка 432 Герц. и Благотворно 500 влияет. Да. Ну, как она- бы и даже лечит. Да, и терапевтически вот воздействует на человека. А еще если добавить к нему хумус, он же тоже является неким таким терапевтическим лечебным свойством. И то есть там вообще классно. Ну, очень как минимум получается. изгоняет злых духов, да? Что вы хотите? Салфеточку? А где она? А, все. И, например, мне очень понравилась вот статья Николая Николаевича Бурцева, это наш ученый, физик, математик, да? Он вот изучает хумус, и он узнал то, что вот почему хумус является лечебным. Так, Почему? я не знаю. Не Но знаете? тоже вот 430 герца? Нет? У него, получается, есть унтертон, если я не ошибаюсь, унтертон называется, да? Он вырабатывается, когда ты играешь в медитативном состоянии, да? Очень подходит вот это сыетарды. Светер. Да, ага. И вот, и она, получается, там через какое-то длительное время вырабатывает вот этот унтертон, Ну, который, тонкие вибрации Мгм. в теле. который вот именно помогает, даже лечит людей, себя и окружающих, которые слушают. Упорядочивает энергетические токи, я вот Да. это знаю, да. Вот. Ага. Потому что у И- нас в гостях тоже были хумусисты, да, они говорили, что при правильной игре, ну, при какой-то определенной, да, ну вот, Да. на гармоничный лад, там, да, ну, реально упорядочивает энергетические потоки. Да. Так, Ну и вот, и это очень между делом, интересно. да, давайте телевизором рассказываем. Мы раскатали тесто, друзья, Раскатали тесто. и начинку. Да. Начинка это у нас, конечно, ну, рыбный пирог, это Щука. рыба, рис и поджаренные морковь с луком и еще что там было, зелень, да? Зелень. Поджаренная. Этот укроп. Укроп, ну зелень, да, укроп. Зеленушка. Вот, короче, Просто- вот так накладываем. Мгм. Аккуратненько. Нужно оставить вот расстояние для того, чтобы мы там бортики Вот да, тук-тук. Ага. закрыли. Конечно. Так, вот, И мы потом это отдадим нашему Семену, чтобы он в духовку, да? да. Ну, по-моему, все. Все или вообще все вы собираете? Может, все? А я не знаю, как хотите. Я вообще не очень силен. В отличие от вас. Давайте все. А давайте все, побольше, да побольше. Дайте мне таблеток от жадности. И теперь это теперь нужно вот раскатать тоже Да-да-да-да. кружочек И бык. поменьше. И закрыть. Поменьше вот размером. И Ага. закрыть. Так, вот это чуть-чуть уберем. Да? Хватит, да? Да. Ну, на глаз. На глаз. По интуиции. Да, ну вот то, что терапевтический эффект, да, ну Да. я слышал об этом, да, но вот сейчас еще раз, я сейчас другого источника слышу от вас, то есть получается, что... И наверняка я не ошибусь, если скажу, что вы свою музыку собираетесь писать. Да, это у меня стоит в целях моих. Писать свою музыку, делать коллаборации с разными артистами. Мгм. То есть предлагать им... Да. Да, потому И что... мне нравится музыка, которая без слов. Либо со словами, только там немножко слов, и они более такой позитивный имеют
да, настрой, как бы. Потому что, как мы знаем, да, если мы повторяем одни и те же слова, там, да, это программирует мозг, мне кажется. И если, например, какие-то негативные Эмоции слова, уходят. да, там, повторять из раза в раз и петь при этом, то это может сбыться в жизни. Вызвать сатану. А если позитивно, то Ну. как бы это все будет хорошо. Подключить здоровье Да, между подключить делом. здоровье. Послушал музыку и пошел здоровенький дальше заниматься спортом, например. Да. Ну, круто. А какая музыка вам по душе? Ну, то есть какой стиль? Органик, это что мелодик хаус, это жанры, стили. А, да? Так, ладно. Ну, мелодия хаус — это что-то вот электронное. Да, электронная. Так. Даунтемпо называется. Ага. Вот. Ну, примерно вот такие вот. Надо будет прогуглить. Ага. Так, ага. Вот. Я знаю Acid Если бы House. была здесь колонка, я бы включила на это Да. послушать. Я знаю Acid House. А. Драм н бас. Рейв. Так, теперь мы вот накладываем Да. сверху. Оп. Самое главное. Вот так Уже собираем нашу. распределяем. Ага, вот так можно вот так дик. Внутрь засунувший. И теперь Все. надо закрыть. Или нет, да? Все, вот так закрываем, вот так. Шук, Ага. да. Вот характерными этими. Защипывание делаем. Мгм. Ну да, правильно, чтобы у нас вся эта Да, конструкция как бы это да, держалась. не развалилась, и сочность вся осталась внутри теста, правильно? Ну и в тесто что же впиталось. Рыба же у нас очень сочная, свежая. Вчера плавала. Плавала вчера, Да, еще. и мы это... Не будем говорить бедная рыба, но что делать? Куда нас Семен Вообще забрал? я люблю вот рыбу вообще, всю рыбу. А что вы вообще любите кушать? Вы Да, уже я сказали, вот что... Морепродукты люблю, все, что связано с рыбой, я обожаю прям. Соленую рыбу люблю. Вот соленая щука, кстати, очень вкусная. Пробовали? Да, я знаю. Вообще очень классно. Я немножко рыбак. С недавних пор имею наглость себя так называть. Все, дырочку вот так делаем. Шик. Да? Да. Это для чего? Чтобы воздух вот так выходил. Да? Да. И Всё, вилкой и- надо сделать такие рисуночки. Защипы? Очень простой пирог, на Это самом деле. как якутская лепешка, да? Да. Серьезно? Оп. На скорую руку, так сказать. Да, круто. Сейчас здесь... И мы сейчас это отдаем в духовку на 180 градусов, да, наверное? Да. И минут на 30-40. Откуда я это все знаю? Так. Так, теперь яйцо надо вот... Вот, давайте вот сюда. мисочку. Ага, чистую мисочку разбить. И сверху намазать, чтобы это, да? И надо вот желток отделить от этого. Давайте вот сюда. Вот, если хотите ложку. Мне нужен кисточка. Кисточка нужна? А вот же. Да. Все подготовилось. Мы отдадим, уберемся, и просто нам остается время пождать. Да. Вот отделяем белок от желтка. Желток вот сюда. И желтком потом натираем, Делаем замазку. Да? да? Да. Чтобы она румяная была. О, да. С корочкой. Да. Ну, видите, какая красота у нас получилась, друзья. Все? Мы зовем Семена. Мы можем вот так показать. Как говорится, было, есть, ожидание, реальность, шутка. До и после. Да. Ну что ж, друзья, мы взяли несколько паузу, минут на 30, и у нас готов Семен, чтобы вынести наш пирог. Семен, давай, что у нас? Пирог у нас уже готов. Да, дырочка нам послужила свое дело. Давайте нож, Любе. Или Семену? Давайте. Давайте Семен. Семену. Нет, давайте лучше. Давайте я. Да, Да? давайте вы. И кульминация нашей передачи, самая любимая часть, собственно, пробование. Пробование от- пирога. Пробование пирога от Любы Протопоповой. От Любови Протопоповой. От Любови Протопоповой. С любовью. С любовью С все любовью. Кстати, да, еду надо готовить с Обязательно душой. с любовью. С Да, любовью. душой, с любовью. В
хорошем настроении. Ага, обязательно, кстати, да. Никаких дурных мыслей. Первый кусочек. Ой, спасибо. Второй кусочек. Второй кусочек. Ой, чуть-чуть не отрезалось. Второй кусочек. Третий не маленький. Ой, маленький. Да, чуть-чуть буду. Так, Семен, держи. Спасибо. Ой, какие запахи стоят у нас. Друзья, если вы знали. Аромат. Да, аромат, да. Вот, яйцо, которое мы намазали, послужило свою роль, да. Так, получилось. Давайте. Приятного аппетита. Да, Приятного приятного аппетита. аппетита. Я уверен, что это просто вкусно. Класс. Можно я половину домой заберу? Берите, если хотите. Треть хотя бы. Вкусно. Очень вкусно. Очень приятно слышать от шеф-повара. Давай. Еще. Мы можем стоять вообще до скончания времен, Да. все это кушать. Да, но эфирное время, к сожалению, не резиновое. У нас такая добрая традиция, я вас предупреждал. Люба, пожалуйста, на эту камеру. Сейчас. Пожелания для наших телезрителей. Спасибо, что пригласили на эту программу. Рада с вами познакомиться. Желаю счастья, добра, любви. Да? Вот, готовьте очень простой пирог с готовым рецептом. Очень вкусно. Приходите на фестиваль Этника Фест. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была основательница и организатор фестиваля Этника Фест Любовь Протопопова. Любовь, еще раз спасибо за очень Да, вкусный спасибо пирог, вам. за интересную беседу. Семен Тарбахов и я, Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто Просто и вкусно. вкусно. Будьте здоровы, друзья.